А еще в Ухте для 101-летней горожанки местные жители устроили настоящее предновогоднее чудо. Недавно Александра Ефимовна Сквозникова упала и получила травму, и для комфортного восстановления ей понадобилась специальная кровать. Силами неравнодушных горожан и при поддержке администрации необходимое оборудование и ценная поддержка у бабушки и ее семьи появилась. В том, что мир не без добрых людей, убедилась и Виктория Науменко. 7 января Александра Ефимовна Сквозникова будет отмечать двойной праздник – Рождество и свой 102-й день рождения. В таком почтенном возрасте она еще перечитывает свой любимый справочник лаборанта, до мельчайших подробностей помнит события молодости и с удовольствием делится воспоминаниями о своей работе. С 1938 года Александра Сквозникова работала в сфере медицины. В годы войны в госпитале медсестрой, а с 1950-го в Ухтинской больнице. Женщина до сих пор помнит все фамилии и отчества коллег. Вначале была Лидия Влампьевна, заведующей лабораторией. Она ушла на пенсию. Потом Елена Яковлевна Чупрова, 3 года была тоже. А потом они ушли, и я осталась одна. Вот, я была и заведующая, и лаборант, и все делала. Сейчас у Александры Ефимовны одна заветная мечта – вновь самостоятельно ходить. До недавнего времени она без посторонней помощи передвигалась по квартире, но в октябре случилась беда. Женщина неудачно упала прямо в комнате, сломала шейку бедра и стала лежачей. Пожилая женщина нуждалась в подгузниках, лекарствах и специальном оборудовании. А поскольку инвалидности у бабушки нет, на поддержку средствами реабилитации от поликлиники и рассчитывать не приходилось. Дочь Александры Ефимовны обратилась напрямую в администрацию. Чтобы помочь бабушке, усилия объединили подразделения администрации, служба милосердия и просто неравнодушные горожане, которые в нужное время предложили свою помощь. Сразу же началось оказание помощи в смысле взаимодействия с медицинскими службами, чтобы в этой ситуации специалисты нашей медицины смогли прийти на дом и оказать ей помощь. Ну а далее, после того, как медицинская помощь была оказана, потребовалась помощь и в приобретении средств реабилитации. Ведь сегодня для того, чтобы осуществлять уход, нужно достаточно средств, поэтому за счет муниципальной программы «Доп. Меры социальной поддержки» городом была оказана материальная помощь. Служба милосердия помогла семье с приобретением памперсов, а позже передала специальную ортопедическую кровать. Ее благотворительная организация передала для бабушки бывшая владелица. И как раз так сложилось, что нам предложили кровать для лежачих, и поэтому мы передали им. Вот наша, в общем-то, функция была свести одних с другими. А в доставке кровати из Шуда-Ягода квартиры Александры Ефимовны помогла еще одна организация – Ухта спецавтодор. Чтобы установить медицинскую кровать в квартире, им пришлось изрядно потрудиться, освободить место, выбросив старый диван, а затем собрать и отремонтировать кровать. Словом, благодаря помощи всех, сейчас Александра Ефимовна выздоравливает с комфортом. К нам пришла постоянная добрая помощь от многих-многих людей и организаций. Самую большую помощь нам оказала администрация с первого дня нашей беды. Благодарю всех благодарю. Всем большое спасибо вот, за внимание. Так что я очень благодарна всем. Вот, храни Господь. Как гласит пословица, друг познается в беде. И по словам дочери Александры Сквозниковой, в этой беде к ним на помощь пришло множество друзей семьи. Но не менее ценно было убедиться в неравнодушии совершенно незнакомых. Сама же Александра Ефимовна еще в тяжелые военные годы убедилась, что мир не без добрых людей. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.